Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Приветствует вас Карина. И сегодня мы продолжим нашу традицию Адвент-календарь Таро. Максимально попробуем сегодня доделать расклады. И давайте открывать наш следующий расклад. Мы идем явно не по графику, но, однако, хотелось бы, чтобы у нас эти расклады продолжались до конца. Итак, ух ты! Следующий расклад очень интересный, вам скажу. Почему я такой удивительный? Дастиш, фантастиш, как говорят, да, у нас. Хорошо, почему я такой удивительный? Итак, наши вопросы с вами. Тут у нас схема есть такая. Первый вопрос – это то, что я люблю в себе. То есть, что вы в себе любите, да? Второй вопрос, что вы в себе не любите? Ну, или и другой. Ну, что другой? Ну, противоположный, мне кажется, что вы в себе не любите. Что делает вас красивым человеком внутри и снаружи? Это делает вас уникальным. Четвертый вопрос. Пятый. Почему вам иногда кажется, что вы не удивительный, не фантастический человек? Шестой. Что вы можете сделать, чтобы принять себя? И седьмой. Небольшой комплимент от вас себе. То есть я вот, знаете, такой расклад, посвященный любви себе. Я даже придумаю, как его назвать. Интересно. Хорошо, давайте приступим к нашему раскладу, к нашим 3 позициям. И сегодня мы с вами будем гадать на китайской колоде Таро, Чина Тарот. Очень мне нравится эта колода, она, красивая. Однако у каждой колоды есть достоинства и недостатки. У этой колоды недостатки в том, что хозяин, хозяйка, вот. В общем, кто у нас тут? Художник, да? Дерджен. В общем, не доработал этот человек колоду. И младшие арканы, вот есть такие вот у нас создатели колод, младшие арканы сделаны без особых обозначений, как говорят, да? Вот видите, такие вот младшие арканы без особых обозначений. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот такие вот всякие. Но это не меняет дело. Сама по себе колода с придворными картами, со старшими арканами. Конечно, очень красивая. То есть, сами видите, да? Художник постарался хотя бы в этом смысле. Он не постарался на младших цифровых арканах, на всех остальных он очень хорошо поработал, да? Красиво же, прекрасно же, Видите, как же можно не влюбиться в вот такие образы? Очень красиво. Хорошо, давайте перемешаем нашу колоду и посмотрим с вами 3 позиции по поводу, почему вы такой удивительный или удивительная. Почему вы такая удивительная, да? Почему вы такой фантастический, прекрасный, невероятный человек? Мне вот интересно, фантастиш. Как еще можно перевести? Может быть, подберем какое-то слово, да? Фантастиш. Хорошо, мы выкладываем с вами первую карту, и это то, что вы любите в себе. Я думаю, что каждый знает, что он любит сам в себе, да? И, соответственно, вы сможете по сигнификатору легко выбрать позицию, потому что, вы же знаете себя, да? Вы же знаете, что вы любите у нас в себе. Хорошо. Давайте, первая позиция вот такая бабочка зеленая. Вторая, значит, голубая бабочка. А третья вот такая вот у нас будет, да? Вот такая бело-красная. Вот такие у нас сегодня на позициях 3 бабочки будет. 3 бабочки. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, значит, выбирайте, а потом уже переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Да? Хорошо, наша первая бабочка вот такая. Сюда кладем ее. И первая карта, что вы любите в себе, да? Что вы любите в себе?
у нас, значит, выпала тут 8 пентаклей. Ну, вы же понимаете, да, что эта карта обозначает все-таки работоспособность. Ну, как трудолюбие. И, соответственно, вы знаете, что вы человек у нас трудолюбивый, да, трудолюбивый. И значит, что вы уважаете в себе вот это качество трудолюбия, что вы тщательно, возможно, делаете свою какую-то работу. Вот. И поэтому, конечно, ну, вот это то, что вы любите в себе, да, вот насколько, что я вот умею хорошо трудиться, что я такая рабочая лошадка, что я все делаю на совесть, в отличие, там, допустим, от некоторых, которые не умеют так работать, которые не умеют так, значит, это стараться, как я. И они на совесть не подходят, да, там, по совести к своей работе, а по-другому совершенно относятся, там, безалаберно. То есть вы даже себя вот как-то немножко сравниваете с другими, вы понимаете, что вот вам можно в плане работы там доверять, а другие люди так не умеют, да, то есть вы себя считаете все-таки неким профессионалом, возможно, даже там нравится работа, не нравится. Ну, конечно, скорее всего, вам нравится ваша работа, но даже если не нравится, вы все равно сделаете ее на совесть. И даже ту работу, которая, по сути, ну, там, домашняя работа, огородная, там, не знаю, работа, садовая. Даже то, что вот не хотелось бы делать, там, готовить, стирать. Если вы женщина, да, если вы мужчина, там, допустим, ну, какие-то вещи, там, мусор убрать, там, может быть, вымести что-то, лопатой перекидать. Может, вам это и не совсем нравится, но вы это сделаете. И вы знаете, что вот трудолюбие – это все-таки качество, да, качество у человека. А также по 8 пентаклей вы знаете, что вы всегда привлекаете все-таки некоторые деньги. Такой человек трудолюбивый, он не может не заработать, да. То есть все равно это есть такой момент, что вы привлекаете ресурсы в свою жизнь. Хорошо, а что вам, ну, все-таки и другой, да? Что все-таки противоположное, что не нравится? Давайте посмотрим. Что же вам по себе не нравится? 8 мечей. У вас 2 8 выпали, заметьте. Карта 8 мечей показывает, что вам в себе не нравится закомплексованность. Вы иногда чувствуете себя виноватым человеком, ограниченным, тем, кто не может прыгнуть выше своей головы, подчиняющимся кому-то, например, человеком. Вот вроде вы трудолюбивый человек, да, но все-таки подчиняться приходится, и вы прогибаетесь, вот кто-то вас прогибает под себя, а вы прогибаетесь. 8 мечей означает человека часто, который много имеет психологических травм внутри, да, он бывает даже не очень здоров от этого, то есть психосоматика уже срабатывает, и у человека начинаются проблемы по здоровью. Вообще такой человек привык себя с детства ощущать виноватым во всем, и, соответственно, это ограничивает его возможностях. С одной стороны, работник вы хороший, с другой стороны, не начальник, например, да. Или в личной жизни вроде как хотелось бы проявить себя, что-то сказать, а язык как будто бы прирос к небу. Ну вот бывает такое. Хотелось бы большего в жизни, но вы себе этого не позволяете. Хорошо, давайте теперь тогда посмотрим, что делает вас красивым человеком внутри и снаружи, или красивый. Что вас делает красивым человеком внутри и снаружи? Ну, тут у нас вышла карта «Отшельник». Во-первых, духовное развитие. Вообще, вы знаете, да, существует такое мнение, что когда человек духовно развивается, уединяется сам с собой, может провести некоторое время с собой. У многих людей есть большая семья, и одиночество это вообще не про них, потому что рядом, особенно если есть дети, да, рядом постоянно кто-то есть. Вам не дают побыть, может быть, одному. И если вам дают побыть одному, вы раскрываетесь как цветок, то есть вы становитесь совершенно прекрасны. То же самое с духовным развитием. Если человек, значит, вот бытует мнение, что если человек духовно развивается, да, он становится красивым. Вот красивым изнутри, красивым снаружи. Вот он излучает какой-то такой мягкий свет. И, соответственно, отшельник, вот он, да, у нас тут дама с фонарем, он все-таки освещает путь многим, да.
но он одиночка. И, соответственно, он просвещается, он что-то изучает, он слушает, может быть, или там читает духовную литературу. Вот вас это все облагораживает на самом деле. Вот натурально облагораживает. Если вы будете немножко разбираться в себе, разбирать, может быть, свои какие-то комплексы, психологические травмы, пойдете по эзотерическому пути или по какой-то духовной практике, да, или просто вот даже вот будете уединяться, там, совершать медитацию или посвящать время себе любимому или любимой, да, там, допустим, там навести, женщины любят в одиночестве марафет, принять ванну, расслабиться. Вот это вас будет делать красивым человеком изнутри и снаружи. Вам просто, может быть, иногда не хватает времени для себя. Если вы человек семейный или там, ну, мама, там, не знаю, нескольких детей, естественно, вы в итоге чувствуете себя ужасно, когда много лет просто даже не уединялись сами с собой, чтобы побыть наедине со своей личностью, чтобы пообщаться с собой и чтобы там сделать что-то приятное для себя. Естественно, нужно это делать по графику. Ну вот если у вас есть там семья, дети, да, конечно, это делается все по графику. Ну то есть, мол, вот есть мое время, там, не знаю, суббота с 5 до 8 вечера или там, допустим, с 11 утра до 2 меня никто не должен беспокоить. У меня должна быть, там, не знаю, своя комната или я могу снять себе отель. Но вы не можете ко мне подходить в это время. Передавайте там бразды правления бабушке, папе, еще кому-то. И если у вас дети, да, и вперед. Вот это будет делать вас красивым человеком как изнутри, так и снаружи. Хорошо. Что делает вас уникальным человеком? Давайте посмотрим. Ну, уникальным или там изумительным. Хорошо, давайте. Императрица. Ну, конечно, вот что делает вас уникальным человеком? Женская энергия, женственность сама по себе, императрица. Вот если вы мужчина, то это богатство души. Ну, то есть мужчины, они умеют быть заботливыми на самом деле. Они могут заботиться о других людях, они могут проявлять себя мягко, они могут уметь выслушать и, там, не знаю, с детишками поиграть. Там не только поиграть, а еще им покушать, приготовить, там, ну, сходить с ними куда-то, быть добрым отцом семейства. Это тоже императрица. И это делает вас уникальным человеком, потому что многие мужчины, допустим, не могут этого делать. А если вы женщина, ну, ваша женственность, ваша какая-то невероятная доброта, красота изнутри, действительно, она у вас есть. Умение быть женой, матерью и вообще для кого-то оберегом настоящим. Вот я бы, допустим, как сказала, вот есть какие-то образы. Вот, допустим, когда я спрашиваю у карт Таро, для каждой карты образы вокруг себя, да, я знаю, что императрица – это моя бабушка. Вот, не мама, допустим, да, не мама. Маму бы я назвала какой-то другой картой, а бабушка. И почему бабушка? Вокруг нее всегда собирались люди. Ну вот, допустим, родственники, друзья. Она всегда умела приготовить, поесть, создать уют в доме. Ну, умела, но это вот люди старой закалки, они все это умеют. Сейчас никто практически не умеет. Если вы это умеете, это ваша уникальность действительно. Она умела шить, вязать обязательно. И делать какие-то еще вещи. Ну вот весь набор, знаете, она могла выслушать, она могла что-то доброе сказать. Хоть кому из детей или там внуков. Соответственно, императрица – это вот такой человек. Ну вот это делает вас уникальным человеком, потому что сейчас практически никто ни о ком не заботится, не беспокоится. Женщины не умеют быть хозяйками. И, соответственно, это все, знаете, как вымирающий вид императрицы. Я бы это даже так назвала. Вот. И чем больше таких людей, конечно, тем мир будет добрее. Я вам честно скажу. Хорошо. Почему вам иногда кажется, что вы не изумительны, не удивительны, не фантастичны? Почему вам иногда кажется, что вы должны себя понизить немножечко, да, в качествах этих? Тройка кубков. На самом деле эта карта, она показывает, что, ну вот, может быть, кто-то радостнее вас, может быть, кто-то улыбчивее вас, кто-то больше человек-праздник.
И вам кажется, ну по сравнению с этим человеком я вроде как проигрываю, я как-то мрачнее, скучнее. А вот вы на самом деле были бы веселым человеком. Вы были бы и веселым, и красивым, и приятным человеком, если бы умели побыть наедине с собой. Ну вот есть такой момент на самом деле, что у вас эти качества, они все сидят, они все на месте. Вы можете навести и внешнюю красоту, и внутреннюю красоту, и, там, не знаю, похудеть, сделать что угодно. Но только вам нужно просто уделять время себе. И не надо себя вот так сравнивать. У такого человека, вот у другого, у человека праздника, у человека веселого, там, который умеет флиртовать, еще что-то, играть глазами. У такого человека другие обстоятельства жизни. Вам кажется, такие же, нет, такие же. Нет, вы не можете надеть обувь этого человека и пройти полностью его путь, чтобы его понять. Поэтому нельзя сравнивать себя с каким-то другим человеком. А вы сравниваете. Вы говорите, вот тот человек, там, более человек-праздник, веселый, там, а я не могу так улыбаться. Вот этот человек более богатый, вот этот человек более свободный. У того человека там дар с детства, а у меня ничего этого не было. То есть вот вы сравниваете, а сравнивать нельзя, потому что ну, не можем мы заглянуть на самом деле в жизнь кого-то и надеть его обувь, пройти его путь. Мы не можем залезть ему в голову, видеть его глазами этот мир. Поэтому я всегда говорю, что мы у себя одни, и одни навсегда останемся. Не потому, что мы живем одни, и вокруг нас нет людей. Вокруг нас 7,5 миллиардов людей. Как бы вам ни казалось, что это не так, что это вот это. Нет, вокруг нас все эти люди. Но мы всегда будем одни у себя. Мы не можем стать кем-то из них. Но это нереально. И поэтому сравнивать себя с кем-то, ну, тоже нереально. Нужно сравнивать себя с собой прошлым. Может быть, вы считали, что раньше вы были более счастливым человеком, более радостным и улыбчивым. Вот это тогда следует. Я был раньше таким или была, но теперь я другой. Почему? Задайте себе вопрос, почему? Может быть, мне нужен отдых, может быть, мне нужно немножечко вспомнить себя, а каким я был, почему я таким был, да, человеком в прошлом. Хорошо. Что вы можете сделать, чтобы себя принять? Тут у нас, значит, выпал король пентаклей. Вы знаете, король пентаклей карта очень хорошая. Она, между прочим, эта карта очень похожа на императрицу, но, конечно, у каждой карты есть свои какие-то отдельные качества. Например, у этой карты есть мужская энергия. У императрицы она женская, изобильная, а у короля пентаклей мужская изобильная энергия. Причем, заметьте, не у императора, а у короля пентаклей. Причем король пентаклей – это такой хозяин, а императрица – хозяйка. Император тоже хозяин, но он жесткий хозяин, он жесткий правитель. Король пентаклей же более мягкий правитель, конечно. Он чисто хозяйственник, он обо всех решил позаботиться, да, и накопить благосостояние. Так вот, как вам сделать, чтобы принять себя? Ну, во-первых, может быть, нужно довериться какому-то мужчине, если вы женщина, такому же хозяйственному, доброму, заботливому, как вы. Вот, во-первых, да. Во-вторых, здесь идет момент такой, да, что если бы вы привлекли в свою жизнь больше ресурсов, денег, то вы чувствовали бы себя все более свободно и все более, ну вот знаете, как-то по-доброму к себе, да, бы относились. То есть у вас почему-то это все завязано как-то на материальный мир и на деньги. Ну а почему нет? Каждый из нас, когда он нищий, когда у него нет денег, он чувствует себя ущербным, правильно? Ну и только святые, не имея денег, они чувствуют себя, в принципе, расслабленно, потому что они знают, что Бог есть, и им вообще деньги эти не нужны. Это все, ну, понятно. Вроде как нам, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, мы никогда в это можем не войти. И получается, знаете как, что да, вам нужны какие-то материальные средства, такая вот твердая почва под ногами, чтобы вы чувствовали себя более расслабленно и могли себя принять таким человеком, какой вы есть. Дальше, значит, вам нужна семья. Вот как ни крути, чтобы принимать себя, вам нужна семья. Если вы человек сейчас одинокий, ну, что я сомневаюсь здесь, судя по картам, да, но вдруг, то для того, чтобы принять себя полностью, раскрепоститься, да, вам нужна семья.
Если вы человек семейный, а это больше похоже на правду, то ваша семья вам необходима для того, чтобы вы все больше принимали себя. То есть ваша семья вас чему-то учит. И каждый член семьи чему-то вас учит. И особенно вам нужно понять, что своим непринятием себя, любым, даже вот мелких качеств каких-то, да, вы травмируете окружающих, особенно детей. Нужно отдать себе в этом отчет, мы за них ответственны. Соответственно, получается, что вам нужно быть более стабильным, уметь доверять окружающим, особенно если вы женщина-мужчине. Если вы мужчина, доверять себе, да, то есть как-то отвечать за других, проявлять к ним заботу, доверять себе в этом плане, да. И, конечно, привлечь в свою жизнь ресурсы. Вот, кстати, как разбогатеть, у меня было предыдущее видео, посмотрите обязательно. Хорошо. Какой можете сделать себе комплимент сами, да? То есть небольшой комплимент от себя себе. Давайте посмотрим. Вышла карта колесница. Тут такой комплимент, что вы считаете себя все-таки молодцом по жизни, настоящим полководцем, тот, кто не сдается, тот, кто, несмотря на внутренние проблемы, будет идти до конца, будет идти вперед. Возможно, вы совершили в жизни какой-то глобальный переезд, вы за это себя хвалите. И, соответственно, вы восхищаетесь собой как человеком, который не бросил. Вот, знаете, бывает такое, что люди хватаются за разные цели и бросают их. Вы не бросили. Вот вы себе делаете такой комплимент. Я восхищаюсь тобой, потому что ты не бросаешь свои цели. Я восхищаюсь тобой, потому что ты смогла, допустим, когда-то переехать. Я восхищаюсь тобой, потому что ты, судя по колеснице, да, сдала на права. Но почему нет? Я восхищаюсь тобой, потому что ты настоящий лидер. В общем, за активность, да, за активность. За любую, пробивную силу в этом мире, да. Вы себя любите, вы себя хвалите, вы можете сделать себе комплимент. Хорошо, вот такой вот у нас самый первый вариант получился интересный. Давайте перейдем уже к варианту номер 2. Варианту номер 2. Почему вы такой или такая, да, удивительная? Так, ворвался мопс, конечно же. Он навел тут вообще свои порядки. И первая карта, за что вы любите себя. И вышла карта 7 мечей. Вот вы знаете, вы любите себя за хитрость. То есть, всегда найду выход из любой ситуации, даже из самой трудной. Я хитрый, ловкий человек. Я хорошо соображаю, быстро в любой ситуации умею принимать решения. То есть вот за это я себя люблю, да, за умение смолчать вовремя, да, где-то нужно что-то скрыть, я смогу промолчать. То есть вот вы себя любите именно за хитрость, за ловкость, за то, что вы умеете выкрутиться абсолютно из любой ситуации. Вы видите в себе сильную логику, сильный ум, и что вы все схватываете в жизни на лету, и соображаете очень быстро, как вам поступить, даже на экзаменах, еще где-то. Сможете списать легко, или, допустим, найти решение нестандартное для каких-то проблем, для ситуаций. И также 7 мечей, она показывает разведчиков, как я уже рассказывала, да. И, соответственно, может быть, вы настоящий разведчик, то есть человек, который может добыть абсолютно любую информацию, промолчать, когда его пытают, допустим. Соответственно, вы себя за это любите. То есть вы такой вот прям мощный человек. Хорошо, а за что вы себя как-то, недолюбливаете? Что вам не нравится в себе? Давайте посмотрим. 7 жезлов. Агрессивность, напористость. Вы можете как промолчать вовремя, так и вспылить, закричать там, где не надо. Допустим, где вам прятаться не надо, на мужа, на жену можете вспылить.
Там уж хитрость проявлять иногда и нет смысла. Или, ну вот, допустим, можете сорваться там, не знаю, на кого-нибудь, на ребенка или еще кого-то. Вот, то есть, да, в каких-то вот ситуациях, где вас прижимает, вы можете очень хорошо себя проявить и таиться, да. Но где вы можете расслабиться и быть собой, там вы, там, допустим, пылите, ревнуете, агрессируете, психуете. И, конечно, вы это в себе не любите. Также вы иногда слишком напираете на людей, можете вызывать в них чувство вины, чувство недостатки, да, какие-то, ну, чувство, что у них есть недостатки, подчеркиваете их недостатки. Вот. И, соответственно, 7 жезлов, агрессия сама по себе, ну, то есть, когда человек даже говорит как-то грубовато, не может вот он себя сделать там каким-то неженкой, да. Вот вы это в себе знаете, что слишком сильные лидерские качества, и даже голос какой-то вот грубоватый может быть. Ну, конечно, вам это в себе не нравится, вы хотели бы быть более мягким человеком на самом деле. Хорошо. Что делает вас человеком красивым внутри и снаружи? Туз жезлов. А вот как раз эти жезлы и делают вас человеком красивым внутри и снаружи. Ваша инициатива, да? То есть туз жезлов на самом деле это страсть к жизни. Это хорошие идеи, это креативность, это желание что-то делать. Да, у вас есть лидерские качества, и вы их отмечаете как, ну, недостаток, потому что вы их иногда превращаете в агрессию. Но если бы вы превращали в процесс созидания, представляете, сколько бы еще вы сделали интересного. Поэтому вот всю вашу энергию, которая, там, допустим, превращается в агрессию, энергия огня, нужно просто направлять на делание. Я вам знаете, какой совет дам? Вот это очень продуктивный совет. Вы умеете, на самом деле, держать себя в руках по 7 мечей и умеете быть хитрее. Чтобы люди вас зауважали, больше ценили, любили и действительно считали красивым человеком изнутри и снаружи, вам нужно просто, вот вы захотели психануть, да, вы захотели заорать, вы захотели кого-нибудь подзатыльник там дать или еще что-то. В этот момент начинайте прибираться. Либо прибираться, либо готовить, либо стирать, либо мыть унитаз. Вы увидите, что ваша агрессия исчезла. Вот первая, да, она сразу же исчезла. Если вы психуете на улице, да, зайдите в магазин и начните исследовать товары. Если вы психуете в кафе, возьмите, закажите себе еще что-нибудь. Если вы психуете на работе, разбирайте папки. Вы срочно начинаете вытирать стол, разбирать папки, или, ну, смотря кем вы где работаете, уборку на рабочем месте. Да? Начинайте уборку на рабочем месте. Вы увидите, агрессия исчезла, испарилась. Можно еще пойти в спортзал, но если вам здоровье позволяет. И потихоньку вы начнете трансформировать энергию огня, только вот направлять ее на созидание, в нужное русло. И вы увидите, насколько красивым вы стали человеком. Потому что если вы энергию огня направили на спортзал, понятно, что у вас подтянулась фигура, правильно? Если на уборку, там тоже физический труд. Человек становится более подтянутым. Если на какую-то физическую работу, да, всегда это будет только полезно. Может, вагоны вам надо разгружать, да, если вы мужик. Но это все равно вам мускулы сразу нарастит. Кстати, вот я сталкивалась в жизни с очень многими людьми, и некоторые люди, мужчины, выглядят невероятно подтянутыми, при этом худыми, но мускулистыми. Замечали, может быть, когда-то. У них прям пресс, кубики там, ну везде эти мышцы. Просто человек одна мышца ходячая. Он, кстати, чаще всего такой человек. Да, действительно, у него есть внутренняя агрессия, но он внешне все равно спокойный. И я начала интересоваться, какая у него такого человека профессия. И вы знаете, чаще всего это различные грузчики, те, кто ремонтирует железнодорожные пути,
высотники, вот эти вот, которые обслуживают высотные объекты. То есть это люди, у которых профессия связана с тем, чтобы каждый день эти все мышцы-то накачивать. Да? Ему не нужен ни спортзал, ничего, он может хоть сколько угодно съесть, кушать, что ему хочется. Просто потому, что у него вот работа с этим связана. Да? И, соответственно, вот, допустим, есть женщины, заметили, которые, как говорят, не в коня, а овес, кушает, но не толстеет. А я начала наблюдать за их образом жизни. Почему? Кушает и не толстеет. Шевелится все время. Если мы привыкли прилечь, привстать, присесть, там, я не знаю, дома, там, да, у нас там бумажки где-нибудь валяются, такой человек никогда не присядет, не приляжет, а будет все время убирать. Даже сидя на одном месте, у такого человека шевелится нога или рука. И такой человек не может, у него как будто шило где-то сидит, да, и он не может даже на одном месте там 5 минут нормально сидеть. Все равно встанет и начнешь это делать руками. Или заставить себя делать сидя, но руками что-нибудь обязательно, дергая ногой. И я заметила просто человек, который постоянно хочет шевелиться, энергичный человек, поэтому может есть сколько угодно. Чаще всего такой человек спокойный и худой, да, худой, подтянутый человек, потому что все время убирает в доме, такой человек чаще всего дома чисто, все аккуратно лежит, потому что что-то уронила, бежит сама, там, да, убирает. Вот. Поэтому туз жезлов очень похож. То есть как вам стать красивым человеком изнутри и снаружи, это вот такая страсть к постоянно чего-то деланию, да. То есть даже в физическом смысле вам нужно трансформировать энергию огня постоянно. Но, конечно, генетически чаще всего заложено. Не так-то просто приобрести эти качества, но себя можно воспитать в любом направлении на самом деле. То есть человек — это все-таки такая машина, да, биомашина, которая может делать с собой все-таки что угодно с помощью своего головного мозга, ну и нашего духа, который и является, да, центром осознания себя. Хорошо. Что вас делает уникальным человеком? Королева мечей. Ну, вы знаете, вас уникальным человеком делает острый ум, да, а нет, вот сюда надо, острый ум. Королева мечей — это все-таки человек очень логичный, у которого есть перфекционизм обязательно внутри, ну, чаще всего. То есть такой человек является перфекционистом, он хочет сделать этот мир идеальным. Да, действительно все схватывает на лету, очень, очень быстро соображает, может поставить на место кого угодно и обладает невероятными лидерскими качествами характера и очень твердой волей. Да, силы воли у вас очень много, ее не занимать, поэтому взять себя в руки вы сможете, если вам что-то в себе не нравится, вы это сможете переделать легко. Ну, как легко? Просто взять себя в руки. Это не легче, чем у других. Просто вы можете это сделать, а другие нет. Этим вы, естественно, отличаетесь, да, вы уникальны. Что есть люди, которые хотят, но не делают, и их большинство. А королева мечей — это все-таки тот, кто хочет и делает. Причем делает что угодно. Если он хочет себе что-то поменять, он может легко это сделать, потому что он это действительно проявит силу воли, да, и сделает. Есть люди, которые только мечтают что-то делать, но никогда этого не делают. Их много. Почему? Ну и, кстати, королева мечей обладает очень интересным тонким вкусом. То есть она настолько эстетична, что любые вот какие-то там, несуразные вещи, там, допустим, в одежде, в интерьере сразу замечаете, скорее всего. Почему вам иногда кажется, что вы не удивительный, не фантастичный, не изумительный? Почему? Девятка мечей. Вы можете впадать периодически в депрессии, подвергаться дурному влиянию Сатурна и самообвинять себя, да, обвинять себя. Чувство вины гложет вас изнутри за вашу импульсивность, за ваши какие-то резко совершенные поступки. И, соответственно, вам это дает повод думать, что вы не удивительны. Может быть, даже ничем не отличаетесь от других.
Может быть, у вас бывают панические атаки, внезапные страхи, ну, тьма изнутри, которая прорывается, да. Это психологические травмы прошлого. И, соответственно, это вас занижает в своих же собственных глазах. Что вы можете сделать, чтобы принять себя таким человеком, какой вы есть? 5 мечей. Это очень интересная карта в этом плане. Почему? Потому что это карта настоящего победителя, но это горькая победа. Ему стыдно и плохо, что он победил, из-за того, что второй человек, третий, кто оказался на 2-3 месте, да, тоже очень старался. Когда вы побеждаете кого-то в споре, в ссоре, в конфликте, в магазине, на работе, дома, да, вы побеждаете всегда, но вам горько. Вам горько от того, что вы победили, потому что этот человек страдает от того, что он побежден. Вы это видите, у вас очень сострадательная изнутри натура. Просто вы этого людям не показываете. И, соответственно, вас и начинает голодать чувство вины от ваших вот таких вот каких-то острых, горьких побед. Вы точно знаете, вам не просто кажется, вы точно знаете, что люди недостойны, как сказать, такого обращения, или как, ну, они не должны получать такое обращение. Но вы не можете ничего с собой поделать, вам всегда надо обязательно переспорить, победить, вот, хоть в чем. То есть, если вы начинаете, там, допустим, с кем-то конфликт, вы додавливаете до конца. Допинываете, так скажем, в лужу. Потом вам неприятно. Следовательно, как вам научиться принять себя? Как вы думаете? Ну, естественно, может быть, нужно научиться давать фору. Не всегда это необходимо побеждать. В некоторых таких вещах, да, может быть, стоит дать победить другому человеку, и вы поймете, как вы уважаете наконец-то себя. Да, я не победил, я мог победить, я могла победить, но я не стал. А почему я не стал? Потому что у меня есть внутри сострадание. И я знаю, что я поступил правильно. Человек одержал эту победу в этом споре, а я рад этому. Я не проявил слабость, я проявил силу. Настоящую силу духа. Ведь победить кого-то — это не сила духа. Это эго, которое в вас живет. А вы уважали бы себя и очень даже принимали именно за то, что вы это эго победили. Как победить эго? Дать выиграть другому. Хорошо. Небольшой комплимент от вас себе. 7 пентаклей. Вы хвалите себя за то, что умеете ждать. Вы хвалите себя за то, что можете вкладывать силы в долгосрочные проекты, а потом получать результаты. Вы хвалите себя за то, что привлекаете в свою жизнь изобильную денежную энергию. А еще умеете разгадывать секреты. Обладаете действительно сильным умом, мощной интуицией. И в итоге докапываетесь до таких тайн, да, решаете такие тайны, секреты, которые никто бы не смог разгадать и решить. Вот вы такой именно себе комплимент делаете. Ну, вот такая у нас вторая позиция. Позиция номер 3 у нас следующая, да? 3. Итак, почему вы такой удивительный человек? Или удивительная? Так, наша бабочка. Демитка храпит, как лошадь, я извиняюсь. Итак, первая карта. То, что вы в себе любите. Карта правосудия. Вы в себе любите честность в первую очередь. Честность, справедливость по отношению к другим. Что вы совершенно не подлый человек. Вы можете людям говорить правду. И вы можете добиваться правды от других людей. Вы любите в себе умение сохранять честь и достоинство в самых грязных ситуациях. Но это правда.
Если вы чувствуете, что это не ваша карта, лучше пойдите на другую позицию. Здесь человек принципиальный. И такой человек не поведется ни на деньги, ни на что. Он будет только следовать своим собственным законам и убеждениям. Если он знает, что он прав, он будет стоять на этом до самого конца. То есть вот такая принципиальность, и вы ее в себе любите. Еще это очень умный человек, вы любите свой ум, вы любите свою сообразительность, вы любите в себе умение доходить до самого конца. Ну, то есть, вот какая-то проблема, да, а вы ее расковыриваете вот до основания. И как будто бы в вас сидит ученый, понимаете? Вот именно ученый. Свет разума вы в себе любите. Гениальность, может быть, какую-то. Что вы в себе не очень-то любите? Или не любите совсем? Туз мечей. Жесткость, непримиримость, слишком сильную принципиальность. Рубить с плеча можете. Сказать кому-то нет, и как отрезать, и никогда больше не возвращаться к вопросу, хоть как человек стоял бы перед вами на коленях и умолял. Туз мечей. Это слишком такая жестокая правда. Да, правда бывает жестокой. Ну, точнее, самое жестокое, что есть в этом мире, это правда. Ну, это так. И вы это знаете, вы это не очень любите в себе, что когда бывает говорите кому-то нелицеприятные вещи, конечно, наживаете врагов. Ну, это понятно. И также иногда отрубаете, допустим, какие-то связи, человек может стать вашим противником в итоге, неприятелем. Но вы это не очень любите в себе. Что вы вот так можете делать, жестокие вещи какие-то. И проявлять слишком сильные лидерские качества, то есть это доходит до спесивости, да, вашей. Что делает вас красивым человеком изнутри и снаружи? Давайте посмотрим. Король мечей. Вот видите, у вас мечи, да, справедливость и мечи. Вас делает красивым человеком изнутри и снаружи. Ваш ум, ваша проницательность, ваша справедливость. Понимаете, вот эта карта справедливости, король мечей, это идентичные карты практически. То есть у вас очень сильная логика, сильный здравый смысл. Вы настоящий ученый, как я уже говорила выше, и хороший руководитель по жизни. У вас много мужских качеств характера, это правда, даже если вы женщина. То есть это чистая правда, но это делает вас красивым человеком. Ну и также красивым человеком, судя по карте Король мечей, вас делает физическая нагрузка, самодисциплина, расписание. Особенно, когда вы держите себя в руках по всем статьям, ну то есть там, спорт, диета. Естественно, это будет делать вас красивым человеком, особенно снаружи, но и изнутри дисциплина человека явно красит. Да? Что вас делает уникальным человеком? Пятерка пентаклей. Все-таки при всей своей жесткости вы можете сострадать людям. И, скорее всего, прошли в жизни целую кучу каких-то испытаний, трудностей, проверок на вшивость, как говорят. Но выдержали, выстояли. Это делает вас уникальным человеком, потому что многие бы давно сдались, развалились на запчасти, не знаю, там погибли бы. Вы этого ничего не сделали, вы еще и процветаете, скорее всего. И, соответственно, вас делает уникальным ваша жизнь, то есть ваш путь. Да, ваш путь, кармический путь делает вас уникальным человеком, потому что другой бы, может быть, никто бы и не смог пройти именно такой путь в жизни. Вот так. И, конечно, это добавляет здесь вам только уважение. Почему вам иногда кажется, что вы не удивительны, не изумительны? Влюбленные. Возможно, вас занижают отношения. То есть вот бывает такое, что человек попадает в такие отношения, которые являются для него несколько разрушительными. И также любые партнерства, то есть когда ты такой весь честный, тебе тоже могут что-то честно сказать.
А когда тебе это честно говорят, ты зарабатываешь самокритикой, комплексы, да. Но это для того и делается, чтобы вы поняли, что когда вы говорите что-то кому-то прямо в лицо, это тоже дает ему свои комплексы и психологические травмы. Сколько правды вы сказали в своей жизни, это каждому нанесло все-таки психологическую травму. И когда вам близкие, родные, любимые наносят такую же психологическую травму, вам нужно это принять во внимание, что это некая все-таки отдача, да? Отдача от Вселенной. Что вы можете сделать, чтобы принять себя? Умеренность, быть более ангелом, как сказать, добрым человеком, целителем для людей. Вы можете быть не справедливостью, а умеренностью. То есть научиться терпеть, признавать то, что у каждого есть недостатки, не всегда об этом рассказывать, а попытаться добротой все исправить. То есть если вы проявляете добро и заботу к другим людям, они исправляются автоматически, просто с вашей помощью. Если вы заявляете об их недостатках, они просто начинают злиться. Да, они принимают во внимание, что у них есть эти недостатки, но некоторые недостатки невозможно исправить. Особенно там какие-то внешние. Представьте, что вы кому-то сказали, что у него там огромная родинка. Как он исправит этот недостаток? Она неоперабельна. Задумайтесь над этим. И что? Да, человек и так видел в зеркало, что у него есть эта родинка. Но когда вы это произнесли, вы оставили шрам на его душе. Задумайтесь. Может быть, вам стоит научиться терпению. И тогда вы будете принимать себя, потому что вы не будете обвинять себя за жесткость. Хорошо. Небольшой комплимент от вас себе. Рыцарь кубков. Рыцарь кубков – карта, показывающая, что вы хвалите себя за то, что можете не только сказать человеку плохое о нем, но и хорошее. Вы говорите себе: ты молодец, что мог или могла людям говорить комплименты о них, подчеркивать их достоинства, а не только недостатки. И также рыцарь кубков – это похвала за то, что вы иногда можете проявлять мягкосердечность, даже делать какую-то благотворительность. И также комплимент за то, что вы когда-то, возможно, создали действительно либо отношения, либо полюбили кого-то всей душой. То есть, мол, ты умеешь любить всей душой. И я видел или видела это на практике. Также тут идет комплимент именно по внешности. Возможно, вы храните свою внешность красивой и достойной, чистой, и хорошее здоровье, может быть, такое. Сохраняете что-то в себе такое, да, в физическом смысле, и хвалите себя за это, что я тебя хвалю за то, что ты красивый и красивая, или здоровый здоровая. Такой ответ у нас сегодня по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.